Добрый вечер. Как всегда, по вторникам мы встречаемся с вами в студии Сибайского телевидения в программе «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость нашей студии – директор муниципального унитарного предприятия «Сибай-Водоканал», депутат Совета городского округа, председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, связи и коммуникациям Тахир Талибович Муладжанов. Добрый вечер, Тахир Талибович. Добрый вечер, Полина. Добрый вечер, уважаемые граждане, уважаемые жители города Сибая. Ну, разговор у нас с вами будет сегодня очень насыщенный. Хочу напомнить нашим телезрителям, что мы вещаем в прямом эфире, и вы можете задать свои вопросы, наболевшие, по телефонам, которые уже активированы, работают, 514-94 и 514-95. Звоните, мы постараемся все вопросы передать нашему гостю. Ну, а пока давайте разбираться. В городе есть две организации водоснабжающие. Это «Водосбыт» и «Водоканал». Какова зона ответственности предприятия «Водоканал»? Ну, будем так говорить, есть две организации, но в городе также есть гарантирующий поставщик воды, которым постановлением главы администрации назначен МУП «Сибай-Водоканал». Соответственно, МУП «Сибай-Водоканал» поставляет людям и забирает воду у водосбыта. Водосбыт занимается тем, что занимается обслуживанием сооружений водоподъема, а также приема сточных вод, очистных сооружений. Вот его функции в основном. То есть, скажем так, если по ступенькам, вот водосбыт, потом водоканал и дальше потребитель. Так точно, да. Ну, тогда зима у нас прошла, слава богу, с первым днем весны вас. Спасибо большое. Как водоканал пережил эту календарную зиму? С какими трудностями пришлось столкнуться? Что удалось поправить? И вот дальше мы продолжим в этом русле разговора. Ну, будем так говорить, что этот год для нас первый год для МУП «Сибай-Водоканал», потому что предприятие было организовано в прошлом году в феврале месяце и реально стало работать в июле 2015 года. С июля 2015 года мы начали обслуживание сетей и транспортировку воды, и транспортировку сточной жидкости по своим системам и сооружениям, и подачу коммунальных услуг жителям города. Ну, основные проблемы, конечно, это самые главные проблемы наши, это и большая изношенность наших сетей сегодня. Мы вот как бы приняли в этом году схему водоснабжения, сделали города Сибая, и перспективные планы развития 15, 16, 17 до 25 года, где в принципе обозначили и исследовали эти сети, и получается, что практически магистральные сети, которых порядка 60 километров, на 89-90% изношены сегодня. То есть они практически на грани аварии? Да, это происходит, но будем так говорить, что сегодня мы основную долю нашей работы, это составляет работа на магистральных трубопроводах, то есть латание дыр, будем так говорить. Но сегодня есть дорожная карта, которую приняли перспективный план на 3 года правительства, и где мы, в общем-то, включили эти объемы на замену наших магистральных сетей. То есть работа продолжается, и тут нам администрация города очень сильно помогает, будем так говорить, в этом деле. Но по тем сетям, которые в городе, конечно, в городе порядка 200 километров водопроводных сетей, которые стоят у нас на учете муниципальном, значит, из них новых сетей порядка 70-80 километров, которые построены в последние годы. Остальные сети, это центральная часть города, это застройка 50-х годов, 60-х годов. То есть, и там, конечно, уже по срокам эксплуатации 25-35 лет, они уже, будем сказать, тоже на грани подходят к этому, к износу. То есть, получается, изношенность вот этих инженерных сетей довольно серьезная. И в ближайшие 3 года будет производиться модернизация. То есть, капитальное строительство, да, капитальный ремонт. Магистралей, капитальный ремонт. Как-то это отразится на суммах квитанции? Ну, на суммах квитанции это вряд ли отразится, потому что, в принципе, это все будет датироваться республиканским бюджетом, соответственно, частично городским бюджетом будет. Поэтому, я думаю, это не отразится, потому что эти работы запланированы на уровне Республики Башкортостан. Ну, вот к нам уже начинают поступать вопросы. Спасибо за вашу активность, уважаемые телезрители. С кем заключены договора по оплате? Я так понимаю, что с какими из банков у вас, у водоканала, заключены договора? Везде приходится уплачивать комиссию
соответственно, переплачивать, да? Может быть, есть где-то отсутствие комиссии, может быть, можно напрямую водоканал оплачивать? Ну, будем так говорить, сегодня практически те банки, которые на территории Сибая есть, это Уралсиб, потом Сбербанк, Социнвестбанк, Кольцо Урала, с ними заключены агентские договора, конечно, и там идет оплата. Но, будем так говорить, с прошлого года банки наши Российской Федерации подняли очень сильно комиссионные сборы. Если раньше наше предприятие могло, будем так говорить, брать часть этой нагрузки на себя, то сегодня, понимаете, если стоимость оплаты 100 рублей человек платит, то практически комиссия 50-60 рублей. Это очень много. Поэтому мы перешли сегодня на бесплатную оплату на почтовых отделениях, там можно заплатить бесплатно, а также, в принципе... Заплатить без комиссии? Без комиссии, да, мы эту комиссию на себя берем с почты, потому что она там небольшая, а также, в принципе, на предприятии нашем касса работает, и также можно принять. Также можно, в принципе, оплату произвести по онлайн-банкам, где, в принципе, небольшая, 0,5% от суммы этой комиссии. Да, вот если кто, конечно, этим занимается, то, в принципе, вот многие платят. То есть сегодня выход онлайн-банк. есть, не выход так, что... всегда есть, да. Единственное, надо постоять в очереди. А очереди при оплате непосредственно в водоканале создаются? Или люди не знают и не идут туда платить? Нет, наоборот, идут. У нас первое время, когда мы начали работать, с почтой были небольшие проблемы, не принимали, то людей очень много приходило в водоканал, в принципе, пожилых людей, пенсионеров, которые платили, пользуясь тем, что у нас бескомиссионная оплата. В принципе, это было. Такой вопрос. Не так давно, я думаю, что и горожане помнят, водоканал, как и другие ресурсоснабжающие организации, переходили на непосредственное управление. Затем все вернулось на круги своя. Вот я хочу спросить, вот лично на ваш взгляд, каким был этот опыт? Нужно ли его повторять и вот как-то изменится ситуация, или так мы и будем через управляющие компании оплачивать? Ну, очень сложный вопрос, честно говоря, потому что тут завязаны и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации. Ну, действительно, постановлением правительства до апреля текущего 2015 года все дома, которые были на непосредственном управлении, до 16 квартир, должны были перейти на управление, на форму управления управляющей компанией. И поэтому, в общем-то, и произошел тот момент, что людей заставили, не заставили, они сами по своему желанию перешли на управление согласно федеральному закону. И практически прямые договора остались только по тем домам, в которых число жителей не более 16. Правда, через 2 месяца федеральный закон поправки внесли о том, что разрешаются такие дома до 30 квартир. Ну, вот как бы понятно, мы это не можем регулировать, связано с федеральным законодательством. В городе практически все дома до прошлого года были практически на непосредственном управлении. И после принятия вот этого закона, изменений в жилищный кодекс, где управляющие компании заставили лицензироваться, и потом, соответственно, после этого до апреля заставили всех те дома, которые, вот я опять говорю, до 16 квартир, перейти на форму как управления домами, управляющей организации. В принципе, вот произошел этот переход. Поэтому. Но сегодня вот наше мнение, конечно, что лучше все-таки сегодня форма — это непосредственно управление, но это чисто субъективное мнение. Почему? Потому что все равно есть какая-то прозрачность по работе с поставщиками. Да, тут проблема в том, что много квитанций, понимаете? Но все равно более прозрачная работа с управляющей компанией, с ресурсниками, то есть Баш-РТС, МУП Сибай водоканал, там, газовиками и прочими. То есть ты, получается, четко видишь, за что ты платишь и куда уходят эти деньги. Да. Если дом переходит на управление в виде ТСЖ, тогда он заключает договор непосредственно тогда, управления. соответственно, ТСЖ заключает прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, и, в принципе, тут тоже все явно, видно. В Сибае есть такой опыт? Да, в Сибае есть, правда, не очень хороший, правда, есть вот Горького 56 у нас ТСЖ, еще ТСЖ «Газовик» есть такое, это Баштрансгазовские 2 дома. Ну, более-менее вот «Газовик», у них нормально эта форма идет, у ТСЖ вот Горького 56 большие задолженности. Можно сказать, что на сегодняшний день только МУП Сибай водоканал, они должны порядка 400 тысяч. Получается, это люди создали ТСЖ, но, так
скажем, манкирует своими обязанностями по оплате. И, собственно, из этого и вырастают проблемы. Конечно, да. И один из таких горячих вопросов, я напомню, телефоны нашей студии 51494 и 51495, задавайте свои вопросы. Это муссировалась на минувшей неделе тема откачки отходов в частном секторе. Для кого это секрет, я сейчас быстренько обскажу ситуацию. В частном секторе необходимо из каждого двора откачивать отходы жизнедеятельности, скажем так, да, выгребные ямы очищать. И буквально до прошлой недели это стоило 350 рублей, да, за один раз. Здесь появились сообщения, что частные компании, которые занимаются этой деятельностью, подняли цены в 2 раза, до 700 рублей. В ответ на вопрос, почему они это сделали, звучала такая информация, что все это связано с водоканалом, они нам подняли цены и так далее и тому подобное. Развейте слухи, в чем ситуация, почему сложилась такая ситуация, в чем тут суть? Ну, можно сказать, что мы невольно стали виновниками, конечно, этой ситуации. Но, в принципе, сегодня появилась реальная возможность навести порядок в городе по сбросу жидких бытовых отходов, которые выкачиваются из ям. Очень много жалоб в районе улицы Крупской поступало, в районе гаражей рядом с кладбищем. Очень много жалоб поступало в районе ВГСЧ, потом очень много по Кленовой улице. То есть люди жалуются, приходят и по несколько человек говорят о том, что сильный запах идет. Потом машины, которые сливались там, в этих местах, колодцах, они толком не закрывали свои, значит, шаровые краны, и эта жидкость точно лилась на улицу, соответственно, запах долгое время. То есть очень неприятно. Но будем так говорить, что с 1 августа прошлого года был принят федеральный закон номер 89, в котором внесены поправки были. Поправки о том, что вот эта жидкость, жидкие бытовые отходы приравнены к 1 и 4 группе бытовых отходов. Соответственно, согласно 176 федерального закона о лицензировании, необходимо получить эту лицензию. То есть с 1 января он вступил в силу. А вот далее, например, с 1 июля этого года вообще ужесточается. Эти машины должны быть оборудованы, соответственно, специальными знаками, то есть по типу, как у нас вот бензовозы. То есть все зарегистрированы, лицензированы. То есть проблема очень серьезная. И, в общем-то, на государственном уровне наконец-то поняли, что эта проблема есть, и за нее теперь взялись и начали спрашивать. Теперь практически, если какой-то частник начнет сливать, конечно, не дай бог на землю, это вообще преступление, в канализационные сети или куда-то наши не санкционировано, то есть это нарушение вот этого закона о лицензировании. И на частников практически 2000 с машины штраф за каждый случай слива. Если это юридическое лицо, то там штрафы в разы, на юридическое до 250 тысяч, соответственно, на лиц какого. Ну, то же самое, как с весовым контролем. Да, с физического точно, лица да, 2000, а с юридического по полмиллиона. В принципе, это правильно очень это. Но мы собрали тех людей, которые могли, сделали кинофотосъемку этих людей, которые они сливали, собрали документов и решили в первый раз, значит, это дело не раскручивать, а переговорили с ними, объяснили ситуацию, что необходимо лицензирование. Но в законе есть сегодня лазейка. То есть, если эти люди заключают договор с МУП «Сибайводоканал», то есть организация, транспортирующая сточные воды и занимающая обезвреживанием этих сточных вод, то эти жидкие бытовые отходы приравниваются к сточной воде. Соответственно, имея договор с нами, они освобождаются от того бремени. От лицензирования. Лицензирования, да. Хотя на этот период на год есть, дальше я не знаю. Но, конечно, посмотрели, как работают в других городах. В других городах, наверное, Нефтекамск, обратились за опытом. У них специальная, значит, спецавтотранс фирма, которая занимается вот этими делами. Значит, имеет лицензию, соответственно, все разрешительные документы. Я правильно понимаю, получается, вы собрали и сказали: ребят, теперь просто так сливать, где попало, не получится. Да. Таким образом вы нарушаете закон. Вы либо заключаете с нами договор, да, либо вы должны лицензироваться. Да.
Ну хорошо, до этого момента понятно. Так почему цены-то возросли? Это дорого стоит заключить с вами договор? Дорого стоит сливать воды? Сегодня, будем так говорить, только с сегодняшнего дня начали заключаться договора. Причем мы определили в городе совместно с администрацией, с экологами точку слива, то есть временную точку слива, где в дальнейшем будет строиться специальная сливная станция для обезвреживания этих отходов. Мы определили, посчитали. В принципе, нормальная машина 13-15, бывает до 20 рейсов в день делает. Вы представляете, какой доход у людей? Конечно, это очень важно для них заработок. И в среднем сделали, что 100 рейсов в месяц эти люди сливают. Потому что контроль сегодня наладить за этими людьми практически невозможно. Но со временем это, конечно, будет. И определили сумму, получается, в районе 4000 в месяц. То есть каждая частная компания, занимающаяся откачкой и сливом отходов, да, должна заплатить МУП водоканалу 4000 в месяц. Это с каждой машины 36 рублей, где-то порядка 36-40 рублей. Ну, это в зависимости от объема бочки. В среднем машина делает сколько? 15-19 рейсов в день. Да? Ну, арифметика проста. То есть получается, что частники, используя некий ажиотаж, просто задрали цены необоснованно. Да. Ну, как частная компания, они, конечно, могут свою ценовую политику это любую проводить. Мы не имеем права влиять на их цены. Но это кивать на право. водоканал... Кивать на нас нельзя. У нас цена осталась та же 300 рублей сегодня. И с 1 марта, конечно, у нас небольшое повышение будет, потому что точка слива немножко удалилась. Но это не более 350 рублей будет. То есть... Ну вот к нам очень много по этому поводу вопросов поступило, я надеюсь, что теперь все разъяснилось, поэтому, тут получается теперь выбор такой, либо все-таки разговаривать уже самим потребителем услуги с частниками, мол, вы что так цены задираете, да, но по сути есть выбор, да, у меня как у хозяйки, например, вот у меня свой дом, мне нужно откачивать эти отходы, я могу обратиться в МУП водоканал за 300 рублей откачать, либо пойти к частнику, который за 700 откачать. Надо учитывать то, что МУП водоканал всего 2 машины на сегодня рабочие, ассоциационные, и мы весь город, конечно, невозможно нам откачать. Сразу и быстро. Да, сегодня порядка 15 машин работает в городе, поэтому представьте, какой объем. Но это проблема городская, ее, конечно, надо решать в будущем. А есть такая в перспективе возможность увеличить количество машин? Мы на эту тему в администрации разговаривали, но, конечно, очень сегодня сложновато. Это опять, если поможет республиканский бюджет, возможно, можно, да. И действительно тогда по типу спецавтотранса оказывать услуги. То есть я опять хочу, мы всего лишь предложили цену с каждой машины порядка 40 рублей. То есть, согласно того тарифа на прием сточной жидкости, который у нас осуществляется. Никаких 7000, которые звучали в интернете, нет, я про не это фигурируют. Нет. Так, продолжаем вопросы наших телезрителей. Вот я тоже хотела задать про частный сектор, про колонки, да, в частном секторе, все помнят из детства, в жару, открыли колонку, напились воды. Во многих местах в частном секторе эти колонки частично демонтированы, сломаны, либо у них нет ручек. Кто вообще следит за этим хозяйством? Кто осуществляет ремонт? Нужны ли эти колонки? И вот тут же следом вопрос. На Южном, на некоторых улицах 1,5 года назад установили колонки, но до сих пор в них нет воды. Вынуждены ездить с флягами, сколько можно ждать. Будем так говорить, что колонки, конечно, нужны. По нормам сегодня радиус действия колонки должен от жилого дома, согласно СНИПа, в пределах 100 метров. И расстояние между колонками по трассе порядка 200 метров. Конечно, они нужны. Но в тех районах, которые, будем так говорить, стопроцентно имеют внутри воду в домам, в принципе, мы эти колонки в некоторых местах демонтировали, потому что нет необходимости в этих районах. Но будем так говорить, что сегодня вода заведена в городские дома на 62% городских домов. Это не считаем многоквартирных домов. Это я про частный сектор. И колонками обеспечено 76% частных домов. Да, есть проблемы. Где-то они замерзают. Вот этой зимой очень много замерзали. На Аркаиме, на Южном есть такие проблемы. Есть проблемы с запчастями. Но, в принципе, если люди обращаются, мы идем навстречу, восстанавливаем там, где им надо. Потому что это, в принципе, наша забота. Вот тут тоже про колонки, я думаю, что мы уже ответили.
мы вот как раз недавно говорили о том, что сливать нужно в определенные места, да, и это все ведет к очистным сооружениям, Да-да. где, собственно, происходит фильтрация, очистка сточных вод и так далее. Насколько они сейчас загружены, каково их состояние? Ну, будем так говорить, наши очистные сооружения, городские очистные сооружения, построились где-то порядка в 2 этапа. Первая очередь была построена в 70-х годах, и в 80-х, в 79-м году сдана вторая очередь. Причем это было сделано в пику развития, помните, у нас мясокомбинат был такой, для него строились эти очистные сооружения, потому что в стоках очень много было белковых соединений, но... И, в принципе, мощность очистных сооружений сегодняшних порядка 20 тысяч кубов в сутки. Будем так говорить, что технология очистки уже практически 100 лет не меняется, и принципы очистки, они остаются те же самые, и наши сооружения, в принципе, они работоспособны нормально. Но проблема тут другая, физический износ оборудования. Будем так говорить, что вот сегодня... очистные сооружения состоят из 3 степеней. Это механическая очистка, биологическая очистка и обеззараживание, обезвреживание сточных вод и сброс их в водоем. Вот у нас проблемы, конечно, есть с биологической очисткой. Там состояние сооружений, биологическая очистка аэротенков не очень при хорошем состоянии, в которых нужно вкладывать и развивать. Но опять говорю, мы эти работы все вложили в дорожную карту, которая будет финансировать республиканский бюджет. Ну, я думаю, как дальше будет жизнь, если республика потянет, в любом случае это надо монтировать, делать. Но тут еще, извиняюсь, перебьюсь, у вас нюанс один. Будем так говорить, вот мы очищаем воды, но я вот принес показания работы биологических очистных сооружений наших практически за январь, за прошлый год. И вот в том месте, где мы сбрасываем воду, выше нашего места, то есть показатели воды, которые вот в русле, я не знаю, Карагайлы, это или как называется река, значит, в десятки раз превышает уровень тот, который мы сбрасываем мы. То есть по вот сухому остатку почти в 10 раз превышает. То есть ту воду, которую мы сбрасываем, даже чище сегодня той, которая у нас, это, так как они находятся выше по течению, находится хвостохранилище у нас там, и, соответственно, различные примеси, да, то есть шахтные кислые воды туда скачиваются. То есть, ну, будем так говорить, по тяжелым металлам практически в 15 раз превышается норму, по марганцу в 10 раз превышается норма. Это в реке вот существующее то есть мы берем выше 500 метров от наших очистных сооружений. Ну, отсюда сразу тогда перейдем к качеству питьевой воды. Каково оно, кто за ним следит и, соответственно, рейтинг Сибая среди городов республики? Ну, я вот, честно говоря, патриот Сибая и скажу, не только как патриот, скажу, что сибайская вода самая вкусная вода. И это, я не знаю, ни для кого не секрет, когда очень жарко, то эта вода приносит и облегчение, удовлетворение, и вообще очень полезно сегодня. Та вода, которую вы покупаете, вот антирекламу немножко делаю, в бутылях по 20 литров, это практически мертвая вода, которая очищена на специальных, значит, как у мембранных фильтрах, которой жесткость минимальна, солевой остаток минимальный. То есть, и эта вода, вы знаете, хранится по полгода и более. Да? Наша же вода, которую мы подаем, ну, больше 3 дней, 4 дней, наверное, не стоит. Это тоже показатель того, что она полезна. Ну, а насколько она чиста, насколько она качественна? Ну хорошо, полезнее пить из-под крана, скажем так, воду в Сибае, да? Да, именно в Сибае. Не будем за других городов говорить. А насколько это безопасно? Безопасно, практически безопасно, будем так говорить. Мы практически ежедневно и еженедельно делаем бактериологический контроль, химический анализ. У нас существует химико-бактериологическая лаборатория при МУП Сибай-водоканале, которая следит за качеством воды. И в случае каких-то отклонений мы сразу же принимаем меры. Какие меры? Это дополнительно хлорируем воду, причем в тех дозах, которые безопасны для организма. Сегодня, будем так говорить, наша вода поднимается с артезианской скважины со 100-метровой глубины, и подается потом в город, причем никаких химических реагентов мы в этом не применяем, только и бактерицидными лампами облучаем, обеззараживаем, подаем. Это чистая вода.
Были ли такие случаи, и вообще возможно ли такое, вот, например, дотошная хозяйка какая-нибудь решает выяснить, вот, не нравится ей, мутноватая ей кажется вода, может она принести пробы, куда она может принести пробы, и может ли она получить от вас там развернутый анализ с объяснением, что же за вода у нее течет? Вполне возможно это заранее сказать, но там есть сроки по времени, то есть вода для бак-анализа бактериологического не менее 2 часов срок нужен для того, чтобы принести, а для химического там, я не помню, 4 часа, то есть, но для этого нужна специальная посуда, но в принципе мы готовы оказывать такие услуги сегодня. Вот населению. очень интересный вопрос от населения, кстати, прозвучал, принесли. Как вы смотрите на то, что необходимо организовать обучение населения в сфере водоснабжения? Это вот, кстати, возвращаясь к нашему разговору за кадром, да, о том, что обыватель не очень разбирается в том, как устроено все. Как вы лично считаете, я очень нужно хорошо- обучать? Ну, И чему нужно обучать? Вообще обучать нужно всему, я считаю. То, что человеку интересно, и он всегда должен учиться. Это нормальное состояние нормального человека, независимо от его возраста, пенсионера или молодого. Люди всегда должны учиться. Но вполне, конечно, можно обучаться. Если такая необходимость есть, мы милости просим, приходите, мы готовы. А проводятся какие-то экскурсии на очистные сооружения для школьников, для студентов? Да, проводится. У нас вот приезжают часто, и даже с районов, кстати, с Акьяра приезжают, смотрят. Это в рамках какой-то программы или? Нет, это просто по личным желаниям, так сказать, школы, они просят, мы эти экскурсии проводим. Ну, вопросов очень много, должна сказать, а времени практически не остается. Такой вопрос, который мы не можем никак обойти стороной. Насколько серьезно стоит вопрос с задолженностью населения по оплате ресурсов? Сейчас очень сложно, да, любому гражданину, кризис и даже не в кризис. Все-таки у нас расходы пока с доходами расходятся довольно сильно, и оплата жилищно-коммунальных услуг ложится тяжелым бременем на плечи любого гражданина. Насколько сейчас много должны горожане водоканалу и какие меры предпринимать для решения этого вопроса? Ну, сегодня вот сумма как бы на 1 февраля у нас сумма порядка 1,5 миллиона задолженность населения за воду. Причем эта задолженность там, где есть приборы учета, где нет приборов учета. Но тут другая проблема у нас очень серьезная. Очень много граждан в тех поселках Аркаим, Сарматы подключены незаконно. Мы объявили даже мораторий на эту тему, значит, в газетах печатали о том, что просим людей прийти до 1 апреля. Мы не штрафуем, хотя там очень огромные штрафы, и за полгода мы должны взять по диаметру трубы, начислять сумму. То есть за месяц порядка 20 тысяч. Вот эта вот проблема очень серьезная. Если есть людей, возможно, пусть придут. До 1 апреля этого года? Да, должны прийти. А если не придут, их кара все равно настигнет? В любом случае, несомненно. То есть какая-то работа будет вестись по выявлению незаконных подключений? Мы выявляем постоянно, постоянно это происходит, и потом как бы очень, в принципе, основные люди добросовестные, очень редко, которые люди не платят. Поэтому, если есть возможность, надо обратиться к нам. Уважаемые телезрители, вот я вам не вру, осталось очень много незаданных вопросов, но, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу, однако я вам клятвенно заверяю, что мы эти вопросы обязательно передадим Тахиру Талибовичу, и посредством наших информационных выпусков новостей, которые выходят ежедневно на канале РЕН в 19:00, обязательно на них ответим. Здесь вот я вам обещаю. Ну и ваши слова напоследок. Хотелось бы поздравить наших женщин с будущим праздником 8 марта. Самое главное, берегите себя и своих близких. Спасибо вам. Спасибо большое, Тахир Талибович, за откровенный разговор. Напоминаю, что сегодня в гостях нашей студии был директор муниципального унитарного предприятия «Сибай-Водоканал», депутат Совета городского округа и председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, связи и коммуникациям Тахир Талибович Муладжанов. Ну а я, Алина Полянская, прощаюсь с вами. На следующей неделе мы не увидимся, будем праздновать. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до встречи.